что, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня пятница, и значит наша программа «Вечернее шоу» снова в деле. Итак, давайте начнем сначала с новостей. С 14 октября по 15 ноября у нас идет всероссийская перепись населения. Вы можете пройти в МФЦ или же через онлайн-госуслуги. Также, кроме этого, у нас 1 ноября ведут обязательные QR-коды, поэтому вам, друзья, я рекомендую вакцинироваться и вывести свой QR-код через госуслуги. Ну а сегодня у нас в гостях студентка, активистка, блогер Олчана Бойду. Итак, Олчана, спасибо, что сегодня к нам пришла, спасибо, что уделила время. Расскажи, пожалуйста, о себе. Добрый вечер. Меня зовут Олчана, я студентка Тувинского государственного университета физико-математического факультета. Я активистка, очень разносторонняя личность. Я посмотрела ваш аккаунт в Инстаграме, у вас там чуть ли не 20 тысяч. Расскажите, пожалуйста, как вы добились, можно сказать, такого успеха, как вы набрали столько подписчиков? Ну, это само собой получилось. Само собой, у вас нету никакого секрета, да? Нету никакого секрета. Я просто выставляла сначала свои фотки, а затем уже стала снимать ТикТок, и дальше уже, можно сказать, стала популярной. А ТикТок вы начали снимать во время карантина, который у нас был в 2020 году, или же чуть раньше? Да, вот, именно во время карантина. Друзья, во время карантина вам следует снимать ТикТоки, чтобы стать популярными, как Олчана Бойду. Ну и так, расскажите, пожалуйста, я смотрела ваш аккаунт, вы хорошо танцуете, то есть, получается, вы занимаетесь танцами? Да, занималась. И в нынешнее время не занимаюсь. Не занимаетесь, да? Ну как вы думаете, какой контент лучше заходит вашей аудитории? Танцы, ТикТок. Танцы и ТикТок. А как вы думаете, почему нашему народу нравятся танцы, либо же ТикТок? Ну, позитив всегда привлекает людей. Позитив всегда привлекает людей. А как вы относитесь к тому, что негатив, да, спорные моменты тоже очень хорошо влияют на контент, там набираются лайки, комментарии? Вы такое делаете, если, честно, хотите признаться? Нет, я такого не делала ни разу. Если бы я делала, то у меня было больше подписчиков, чем больше есть. Подписчиков, да. Да. Ну, смотрите. Всегда привлекала людей вот именно такие вот моменты. Угу. Когда вы выставляете публикации, у вас есть определенное время, когда вы выставляете, допустим, с утра, днем, вечером, или у вас нету такого? Да, есть. Вечером лучше. Вечером лучше, да. Примерно во сколько? Примерно, если летом, то где-то в 7-8. Если зимой, где-то в 6. Где-то в 6. Друзья, запомните, зимой нужно выставлять публикации в 6 часов, а если летом, то нужно выкладывать либо в 7, либо в 8. Тогда у вас будет много лайков, да, как я поняла? Да? Ну да. А в ТикТоке у вас сколько подписчиков? 10 тысяч чем-то. 10 тысяч подписчиков в ТикТоке, друзья, это нереально, мне кажется, набрать столько подписчиков в ТикТоке. В чем ваш успех? Просто моя искренность, наверное. Искренность. Наверное, вы тоже выложили какую-то публикацию, и он залетел в реки, да, как говорят? Да. Ага. А самый просматриваемый ролик, сколько там у вас просмотров? Не знаю, 400 тысяч с чем-то. 400 тысяч с чем-то. А в основном смотрят тувинцы или буряты, там, не знаю, казахи? Разные национальности. Разные национальности, да. Ага. А вы следите за своим аккаунтом, за визуалом, когда, допустим, выкладываете фотографии, у вас есть некий фильтр основной, который вы используете постоянно, либо же у вас все живое? У меня все живое. Я вставляю все то, что я хочу. У меня, как сказать, нету такого визуала. Нету такого визуала, да. А как вы относитесь к тому, что сейчас в нынешнее время стало модно, наверное, следить за визуалом, да, выбирать определенные эффекты, и на каждой фотографии этот эффект, и все там визуально показано. То есть. Ну, это красиво, с одной стороны, но с другой, я хочу остаться такой же, какая есть. какой была раньше. А вы всеми делитесь в своем блоге там и печалью, и грустью, либо же только позитивом?
и печалью, и грустью. Ой, и печалью, и с радостью. А как относятся ваши подписчики? Они вас поддерживают, либо же говорят: Олчана, хватит ныть, это что такое? Нет, они меня поддерживают. Они мне очень хорошие, да. Ну, подписчики Олчаны, вы самые хорошие. Давайте мы им передадим привет, если они нас вдруг смотрят. Подписывайтесь на меня тоже. Шучу, шучу, шучу. А как вы относитесь к хейтерам, скажем так, в скобочках? Они у вас вообще есть? Да, конечно, есть. Вообще не обращаю на них внимания. Просто лично от себя желаю им всего самого наилучшего. И просто думаю, что не надо обращать на таких людей внимание. Просто я думаю, что они обижены на жизнь или типа того подобное. А на какие посты они больше всего реагируют? Если честно, они больше всего реагируют на мои сторисы. Сторисы? Да. Допустим, на какие, да? Доброе утро, мир, я проснулась, там, что-то такое, да? Ну да, типа. У вас есть какие-нибудь идеи для своего блога? Допустим, может, вы хотите начать свой проект какой-нибудь через свой аккаунт? Я вот занимаюсь наращиванием ресниц, мастер по наращиванию ресниц, вот поэтому хочу в аккаунте продвигать это дело. Дорогие друзья, у нас сейчас программа «Мифы и легенды». Я слышала, что мастера по наращиванию ресниц зарабатывают 30 тысяч в неделю. Правда это или нет? Ну, это зависит от графика работы. А если прям с утра до вечера принимать, возможно ли 30 тысяч заработать за неделю? Да, возможно. Зачем я тут вообще сижу, я не понимаю. Можно я пойду наращивать ресницы? Вообще это дело сложное? Нет, не сложно. Просто нужна усидчивость и, как бы сказать, терпимость. Терпение, да? Терпение. Вообще, когда я смотрю всякие ролики, эти реснички такие маленькие, длинные, и туда нужно втыкать. У меня вообще зрение минус почти 5, да, я, наверное, просто в глаз воткну человеку. Вам не страшно, что вы, не знаю, глазу человека сделаете больно? Нет. Не страшно, ну все, живые тогда, да? Если все делать правильно, то ничего не случится. Ничего не случится. А какой у вас уже стаж, скажем так? Ну, год с чем-то. Помимо наращивания ресниц, вы чем-нибудь еще занимаетесь? Как выживаете? Подрабатываю. Если не секрет, то где? Это секрет. Секрет. Наши блогеры Тувы очень скрытные люди. Помню, в прошлом году у вас была группа, если можно так назвать. Как вы все знаете, у нас есть элита блогеров, да, вот. И помимо них, то есть вы тоже были элитой, да? Элита 2 или как вас, элита мини, или как вас там нужно называть? Я помню, вы что-то такое, общий контент делали. Да, мы общий контент делали, но как мы там себя называли? Не помню. Как вы себя назвали, да? Да. Вы уже не помните, как вы себя назвали? Вы распались, да, получается? Ну, вроде. Вроде. Но мы все еще дружим, переписываемся. А в чем была идея вашей группы, да? Чем вы хотели заняться? Какой у вас был призыв, не знаю, или просто так встречаться и снимать танцы и так далее? В планах встречаться и снимать танцы тоже было, но мы еще хотели уделять больше времени на благотворительность и на общественную жизнь. Ну, если не секрет, а почему у вас это не получилось сделать? Мы, как сказать, с некоторыми блогерами занимались благотворительностью, но не выставляли это в публику. Тут должна идти песня, как грустно, и слеза у меня должна пойти. Как вы все знаете, наши блогеры постоянно занимаются благотворительностью. Ну расскажите, может, чтобы народ уже знал, сколько времени прошло, кому вы помогли. Если надо, я встану, поаплодирую всем нашим блогерам. Воздушный поцелуй покидаю через экраны. Ну, я так
коротко расскажу. Если зимой, то сладкими подарками под елочку там и деньгами. Кто-то там купит себе уголь или теплую одежду своим деткам. И еще в приюте помогали. Вот в администрации, в разных администрациях тоже помогали. Еще в детском саду тоже были. И ладно, все. То есть много чего вы за столь короткое время сделали. А кто ваши спонсоры? Вы сами, да, получается? Да, мы сами. Блогеры настолько богатые. Может, тоже стать блогером, я не знаю. И еще и мастером по наращиванию ресниц. Ну, какой совет вы можете дать начинающим блогерам или же тем людям, которые хотят вести свой блог? Что они должны делать, чтобы набрать количество такое огромное подписчиков? По моему мнению, просто будьте самим собой. Делайте все то, что вам нравится, именно вам. Если хотите танцевать, то снимайте тиктоки. Если у вас хорошо получается петь, то снимайте каверы, там, пойте. Если же у вас получаются очень красивые фотографии, или же вы снимаете очень качественные, красивые фотографии, вот вставляйте такие. И еще хотелось бы вам пожелать терпения и удачи. Удачи. Да. Ну вот, дорогие друзья, чтобы стать блогером, нужно просто быть самим собой. У нас сегодня в гостях была активистка, блогер Олчана Байду. Ну а я, дорогие друзья, Юля, хочу сказать вам, вакцинируйтесь, носите маски, все зависит от нас самих. Это была программа «Вечерняя Тува». До новых встреч, до следующей пятницы.